Татары на службе в Москве — это отдельная интересная тема. Она связана не только с Казанским ханством, а связана вообще со всеми практически ханствами, и с Крымским ханством, и с Большой Ордой. Вот как только там возникали смуты, периодически те или иные высокопоставленные аристократы, чингизиты даже порой, уходили на службу в Москву. Кто-то уходил на службу в Литву. Но это не столько была служба, да, сколько для них вот возможность избежать каких-то столкновений с конкурентами. Ну, некоторые потом возвращались вновь. В Москве были специальные территории, где размещались эти татары. Но и с другой стороны, Москва ведь активно присоединяла земли, на которых исконно проживали татары. Вот интересные документы есть в Российском государственном архиве древних актов. Это первая треть 15 века, где два князя Северо-Восточной Руси, то есть Орда еще существует, Золотая Орда существует, ханы существуют, а они уже договариваются о разделе мордовских и прилегающих к ним татарских земель. Говорит, вот переменит Бог Орду, эти земли будут твои, которые ты имал у татар и у мордвы. Они видят, что это смута происходит, потихоньку начинают захватывать территории. Конечно, это не официально, не легально пока. Он говорит, вот переменит Бог Орду, они будут твои. Вот появляются татары в российском государстве или в составе русских княжеств уже давно, судя по всему. Но Казань, она привлекала к себе именно с точки зрения экономики тоже. И об этом пишут уже давно. Дело в том, что Казанское ханство, судя по всему, еще во времена хана Махмуда, сама Казань стала центром крупной международной ярмарки, где стекались товары практически со всего мира, того мира, да, и с Востока мусульманского, и с Европы, в том числе и западной. Огромные обороты, сделки, это все, конечно, привлекало Россию, могущество Руси росло, да, а таких вот экономических изюминок, таких крупных торговых площадок у России не было. Ну, конечно, и говорят о земельном вопросе, хотя это спорный момент. Отношения были. И экономические связи, даже по данным археологии, усиливались именно в тот период, когда наступали мирные или союзнические отношения с Москвой. Например, в период правления Ивана III, после того, как на престол пришел Мухаммад Амин-хан. Судя по всему, отношения в этот период усиливались, даже появляются какие-то артефакты, свидетельствующие о увеличении числа русских на территории Казанского ханства и наоборот. Но вот эти смуты, которые постоянно происходили в Казани, они были фактором оттока казанской аристократии в Москву. Причем сама власть московская, она с удовольствием принимала таких, в кавычках, диссидентов, да, и потом использовала их в борьбе с ханствами или в других направлениях внешней и внутренней политики. То есть такие факты были, безусловно, это нельзя отрицать. Роль